Добрый день, в эфире программа «История башкирских родов». У микрофона Максим Курников и руководитель автономной некоммерческой организации «Шежире» Салават Хамидуллин. Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня мы поговорим про род Катай. Давайте, наверное, сразу начнем без прелюдий, потому что говорить нам придется много, и нам надо все успеть. В двух словах о географическом, так сказать, факторе. Географический фактор таков, что род Катай, у нас и том Катай состоит из двух частей, поделили мы его по географическому признаку. Огромная часть этого рода находится в Приурале, Заурале. Много там даже перечислять не буду, там множество районов Челябинской области, и также некоторые районы, Альменевский район Курганской области. Вот. Здесь, в Приурале, на западной стороне Урала, это, получается, у них, они населяют практически весь Белорецкий район, и Балакатайский район. Там немножко они есть, в Кигинском, немножко. Два основных, так сказать, района. Видите, у нас даже в нашей топонимии это отразилось. Белокатайский район, это не Белый Катай, а Балакатай. Бала – это ребенок, то есть это как раз вот этот улус катайский, он разделялся на несколько частей. Балакатай, то есть Малый Катай, Улу-Катай – это большой. Это в Заурале. Это челябинские, катайцы, Инзер-Катай, то есть, которые живут по реке Инзер, это как раз, получается, они проживают на территории Белорецкого района. И небольшая часть, несколько деревень катайских традиционно, это было, выезжали на запад на службу казанским ханам еще в XVI веке, и несколько деревень катайских осталось как раз на территории Западной Башкирии, в частности, в Бакалинском районе. Расскажем о названии Катай, да, то есть это в общем-то, откуда, да, этот термин? Это очень важно, это даже повлияло на наши географические представления. Китай, страна, огромный Китай. Не секрет, что китайцы сами себя же китайцами не называют. У них там масса названий, и потом, опять же, Китай – это же не народ какой-то, это же огромный субконтинент с огромным населением, в котором там сотни народов. И южные китайцы, не понимают северных. Там внутри, огромное количество диалектов. Где-то я вычитал, что сейчас принят у них язык китайский официальный, на котором вещает телевидение и радио, что его не понимает, 60% китайцев вообще его не понимают. Такой диалектный коиней был сделан. Я уж не говоря о том, что там в Гонконге так говорят, в Пекине по-другому. Но не говоря уже о том, что там и тюркское население тоже есть, там, да, те же уйгуры, например. Нет, я их не имею в виду. Это тоже важно, да, и плюс еще есть Тибет, понятно. Да. В общем, это очень большое, сложное образование. Да, я как раз... Не такое монолитное, как нам представляется. Естественно. А я говорю сейчас конкретно о китайцах, что внутри там даже нету ничего такого. И они себя называют Гожень, то есть человек государства, человек срединного государства, или они в себе придумали совсем недавно название Хань, да, то есть по названию династии, которая правила в Китае, там наиболее такая великая династия была, Хань считается чисто такая китайская, такая патриотическая династия, она была выбрана, может быть, в качестве названия, но ведь как называют на Западе Китай, называют Чайна, да, там, откуда название Чайна, допустим, взято то, что сейчас в английском языке. Здесь в нашей книге все это разбирается. Все-таки более древнее название, которое проникло на Запад, это Чайна, да, сначала Чин. То есть дело в том, что где-то в III веке до нашей эры в Китае правила династия Цинь, и тогда, как раз Иран впервые, так скажем, установил отношения с представителями династии, так как в персидском языке нету буквы Цинь. У них это вошло как чин, и все просто как чин вошло. Потом уже из персидского языка во все западные языки пошло чин или син. Сейчас мы же китаеведение называем синология, да? Или син, или чин. И, соответственно, пошло это все распространилось на Западе. В английском это приобрело форму чайна. В России почему? В России тюркские и славянские народы, они единственные, кто называет Китай Китаем. Мы подходим уже, собственно, к истории этого племени. Дело в том, что в IX веке нашей эры племя Катай, которое, это было монгольское племя, даже говорят монгольско-маньчжурское племя, они жили на территории современной Южной Маньчжурии. Если представить территорию Китая, это как раз такой северо-восточный уголок Китая, они там жили, и они завоевали Китай, это было очень воинственное племя, завоевали Китай, и, как всегда в истории Китая было, окружающие тюркские народы всегда Китай называли по названию того племени, которое в определенный момент, скажем, правило Китаем. До этого тюрки называли Китай словом «табгач», потому что там правила монгольская, династия Тобо-Вэй, она происходила из племени Табгача, и во всех архон-енисейских тюркских надписях Китай называется Табгачем. А в IX веке, когда Катай захватил Срединную империю Поднебесную, сразу во всех тюркских языках этот факт немедленно отразился, и все начали называть Поднебесную словом Катай.
попало это в русский язык, потом стали китайцы в польский язык и другие славянские языки, и вот у них там Китай. Вот такая интересная история. Ну, это племя было, в общем-то, давно известно по китайским источникам. Это оно не в IX веке, так сказать, вышло на авансцену истории. Это племя было известно давно. Кто-то пишет, что с III века нашей эры, кто-то с V. Они были под властью сначала тюркского каганата, постоянно поднимали восстания, тюрки их усмиряли. Потом они были под властью уйгурского каганата, когда, в общем-то, политическая гегемония перешла к ним. И вот в IX веке, когда уже все каганаты рухнули, уже образовался вакуум власти, без власти, вот тут началось, они стали резко усиливаться, надуваться. Переизбыток был пассионарности, они завоевали Китай, потом пошли на запад, начали покорять чуть ли там не западный край, то есть территорию сегодняшнего Синьцзянь-Уйгурского автономного округа, как раз уйгуры уже туда... Это уже граница с современным Казахстаном. Да. Вот. Как раз, когда уйгуры, у них каганат рухнул, они же все переселились вот туда, то есть из Центральной Монголии, а вот они в западный край, так называемый, в Синьцзянь переселились, в общем-то. А там до этого вот существовали вот эти массы, там десятки этих, сотни даже городов, населенные индо-иранскими племенами, издревле там Хатан, там Кашгар, Яркент и так далее, там сакские племена, которые там жили, в общем-то, культурно они были близки к современным таджикам и так далее. И вот на этом симбиозе, на этом замесе, так скажем, уже сформировалась современная уйгурская народность. Значит, китайцы кидани правили успешно, ну, как всегда, прошло 200 там с чем-то лет, распри, там, деградация и так далее. И, в общем-то, в итоге власть кидани в Китае или в Поднебесной, чтобы не путаться, свергли племя Джурджени. Джурджени – это вот уже, собственно, маньчжурское племя, которое жило в Преамурье, на реке Амур. Вот до сих пор у нас в Преамурье ведутся раскопки, раскапывают там городища, города вот этих Джурдженей, которые как раз в XII веке напала на Китай, свергла власть киданий, как китайцы назвали, киданий катайцев, и катайцы, значит, вынуждены были... Значительная часть, естественно, никуда не ушла, просто покорилась, потом в итоге она ассимилировалась, а, значит, небольшая часть, самая пассионарная часть, которая не хотела, значит, никому не покоряться, во главе, значит, с принцем Елю и Даши, но опять это китайское, скажем, название, иероглифы, мы подлинное название мы не знаем, но вот есть предположение, что Елю – это просто их название, династийное имя, Илу, вот, а Даши, что означает, остается только гадать. И вот он ушел на запад, создал уже на территории западного края Синьцзяня, значит, и Семиречья, это уже территория Киргизии, Казахстана, государство киданий или катайцев, чтобы отличать их от тех катайцев. От катайцев я просто забыл упомянуть, что когда они были в Китае, их династия носила китайское название Ляо, железное. Потом это называлось Ляо, а потом те, которые катайцы переселились на запад, в китайских источниках стали называть западные Ляо, которые уже в Средней Азии создали государство. А тюрки их называли Кара-Китаями. Кара-Китаями, то есть осколок тех Китаев. И вот Кара черный. Да, Кара черный Китай. Вот. И вот они здесь, они просуществовали тоже еще где-то лет 200 до прихода монголов. И вот когда уже пришли монголы Чингисхана, в общем-то, они разгромили окончательно вот эту империю. То есть они не присоединились к монголам, да, были разгромлены? Нет, они были разгромлены монголами, они потерпели там поражение там, в нескольких сражениях. Но по логике событий они должны были двинуться на запад. Какая-то часть, как всегда, осталась на месте, и вот определенная часть ассимилировалась с местными народами. Они, вот, кстати, у казахов, как бы в современной номенклатуре, по-моему, у них нет вот людей, которые бы себя ассоциировали с катаями. Да, в прошлом вроде как у них было это, значит. Ну, по крайней мере, вот уже в Орде кочевых узбеков Катай были. У них называется племя Кытай. У каракалпаков есть племя Кытай. Причем Китай у каракалпаков это считается, так сказать, одна из таких крупных групп каракалпаков, родов. Вот Китай есть, значит, у узбеков были, но сейчас у узбеков родоплеменное деление, поскольку они окончательно осели и, в общем-то, поменяли, в общем-то, свой культурно-хозяйственный тип, у них не сохранилось вот это деление на роды. А у каракалпаков есть, вот есть люди каракалпаки, которые говорят, что мы катаи. И вот у башкир есть. Часть этих китаев или катаев после монгольского разгрома, она ушла на север, в Башкирию, вот там осела. Сначала, первоначально, они жили далеко, в Зауралье, вот на территории Курганской области и даже восточнее. Там же жили башкирское племя Табын, и вот у них, видимо, какой-то произошел сильный этнический симбиоз, потому что фактически, вот, когда стали проводить генетические исследования катаев, они оказались абсолютно идентичными по генетике с табынцами. Собственно, катаев было не так много. То есть, они принесли вот это славное имя
который, естественно, закрепился, создали улус, но основную часть населения этого улуса катайского уже изначально это были местные башкиры. Мы это видим просто по генетике, там, просто Монголией вообще не пахнет. То есть, если мы говорим, что катаи были монголоязычны, то генетически все-таки должен был след какой остаться, но там ничего нету. Генетически они с табынцами составляют единое целое, а табынцы – это все-таки потомки индоиранских племен. Оставили свое имя. Имя, которое дало название, понимаете, да, Китаю, это же вообще, представляете, это, какой они след оставили? Даже если это племя исчезнет, то, значит, Китай-то ведь никуда не исчезнет. Ну, будем надеяться, что и племя не исчезнет. Вот. Давайте поговорим о том, в каком состоянии они подошли к XVI веку, да, к XVI, к XVII векам, когда эти территории начали входить в состав России. Катайцы населяли огромную территорию, и вот они служили и казанским ханам. Недаром сейчас вот у нас опять, если мы обращаемся к топонимии, в Бакалинском районе, вот как раз вот этот остаток западного, значит, катайского улуса, который вообще был на самом западе, на реке Ик, в Бакалинском районе два села есть, Старокатаево и Новокатаево. Угу. Вот это как раз мы видим яркое отражение того, что вот, и, собственно, когда и записывали предания еще у тех людей, кто это помнил, ну, там, я не знаю, там, в 50-60-е годы, в общем-то, они все это прекрасно помнили, что они катаются, что они пришли там с востока и так далее. Вот. Но у нас не сохранилось там толком-то этих известий, там, Шижре, вот у катайского Шижре тоже, вот, к сожалению, там почему-то не сохранилось. Видимо, ввиду того, что вот они были разбросаны. Там сложная была политическая история, вот прежде чем переходить к новому времени, да, то есть еще посидим немножко в Средневековье, когда было Сибирское ханство, они были, как и племя башкирское Айле там, и Салджут, да, Сальют, вот, они были противниками чингизидов. Вот это тоже надо уяснить, почему они были противниками. Вот Сальют, это вообще были из числа монголов-нейронов, приходили с родственниками, значит, предкам Чингисхана. И, в общем-то, они чингизидов не признавали, поскольку считали, ну, кто какой-то выскочка. То есть, у них была история более славная. По крайней мере, считали себя не хуже, чем племя Чингисхана, там, Кият-Бурджигин. И вот они, когда образовалось вот это Сибирское ханство, они были постоянно в оппозиции этому сибирскому хану Кучуму. И до Кучума вот этим шейбанидам, да, то есть его предкам, чингизидам ветви шейбанидов. И вот мы видим, когда уже в начале 17 века, когда уже идет проникновение русских в Сибирь, борьба идет, уже Кучум уже погиб, потому Ермак еще раньше погиб, идут уже сыновья Кучумовичи. Эти Кучумовичи нападают на улусы этих катайских, айлинских башкир так, что даже правительство санкционировало переселение части катайцев из Урали в предурале, вот, на территории современного Балакатайского района. А там была вот земля там айлинцев. Там. И вот такая была сложная история. А в этом, на территории Белорецкого района и так далее, они еще раньше там жили. Я думаю, еще где-то в 15 наверное, веке, там, когда вот еще были наиболее такие сильные столкновения, они еще раньше туда переселились. И вот ввиду вот таких сложных политических перипетий оказались разбросанными на огромной территории. У них, видимо, единого такого этнического ядра, этнической территории, вернее, очага вот не сохранилось. И вот произошла, возможно, утрата Шижре и так далее. И могу только этим объяснить. Вот. Но вхождение там, как оно происходило, я думаю, что они с радостью вошли в состав российского государства во второй половине XVI века. Потом местами происходила даже реставрация этих Кучумовичей, чингизидов, и как в Башкирии вот этих во время восстания. Ну, там уже, так сказать, они уже вели себя, в общем, просто как уже и весь народ, в общем-то, ничем не выделялись. То есть, участвуя в восстаниях и так далее. Надо признать, что восстания, они тоже на пустом месте не возникали. Там были и злоупотребления воевод и так далее. Все, что вызывало недовольство местного населения. Правильно ли я понимаю, что, ну, хотя бы даже территориально, как раз род Катай, он сразу вошел в ту Башкирию, которая создавалась еще в 17 году? Территориально можно сказать, что да, что вот в 17 году, то есть мы знаем, в 17 году вот она была Малая Башкирия, да, сначала как возникла. Катайцы в основной своей массе вошли вот именно в Малую Башкирию. Так мало того, до образования, значит, всего этого политического движения катайцы, вот, в общем-то, стояли у истоков вообще вот это башкирского национального движения. Вот Шариф Манатов, да, так скажем, первый председатель Башкирского совета, Шуро Шариф Манатов. Вот он был башкир-катаец с Курганской области, Альменевский, по-моему, район, деревня Танрыкулова. Масса таких было деятелей из катайцев, которые, в общем-то, приняли участие. Допустим, потом Абдул-Кадир Инан, но он менее известен, конечно, но и в политической деятельности не так активно участвовал, но он знаменит тем, что впоследствии потом в эмиграции вместе, значит, с Ахмед Заки Валиди они оказались
в Турции, и вот он уже там стал известен, по крайней мере, в масштабах Турции точно, как ученый, тюрколог, востоковед. Но еще вот был знаменитый Галимьян Таган, конечно. Это Галимьян Таган, командир 3-го башкирского пехотного полка. Сначала воевал, а потом, когда произошел переход белого башкирского корпуса на сторону советской власти, он не перешел. Он со своим полком ушел в Заураль, и вместе, значит, с Курбангалеевыми они создали фактически новую там башкирскую дивизию, участвовали в знаменитом вот, ледяном походе, служил под началом Капеля, прорвались они потом под Читу, там в Забайкале, там огромная, тяжелая такая история. В итоге, когда уже и атаман Семенов был разгромлен, он эмигрировал в Венгрию и был профессором Будапештского университета, экономист был, и в то же время занимался этнографией, то есть тоже после себя там работы оставил. Интересная биография какая. Да, там вообще, если начинаешь, вот, я все хочу сделать программу про башкирскую белую миграцию, как-нибудь, наверное, сделаю. Надо сказать, что время заканчивается, поэтому давайте мы традиционно скажем о каких-то известных людях, которые представители рода Катай. Ну, я бы хотел вот заострить внимание на западных катайцах, которые, в общем-то, Бакалинского района, Нового и Старокатаева, которые живут, собственно, и многие, наверное, даже и не знают, в общем-то, свою историю представителей такого племени. Вот я в своей книге привел материалы по их деревням, и там 17-й год есть, и метрические записи. Ну, а что касается вот знаменитых представителей, то их тоже, на самом деле, очень много. Я вижу, когда вы перелистываете, огромное количество фотографий. Ну, давайте, вот, допустим, западный катаец Урал Латыпов. Он был министром иностранных дел Республики Беларусь, значит, у этого Лукашенко. Вот потом, значит, действительно западный. Да. Он там в Беларуси живет. То есть он, Урал Латыпов, он в Беларуси очень известен, допустим. Рафаэль Байдавлетов, бывший премьер-министр РБ, значит, катается. Допустим, Арслан Мубаряков, знаменитый актер, который сыграл роль Салавата Юлаева в фильме, в легендарном фильме «Салават Юлаев». Или Загир Исмагилов, наш знаменитый композитор. Гюлия Мубарякова, естественно, дочь этого. Ну, в общем, можно перечислять. Сейчас, секунду, давайте все-таки. Бесконечно. Нет, ну, еще пару имен все-таки я скажу. Пару имен все-таки мне хочется сказать. Вот из современных, допустим, вот своих коллег. Азамат Муратов, известный наш политкомментатор. Покойная Василя Фаттахова, певица была. Потом и знаменитый Венер Галеев, значит, боец. Или вот этот паралимпиец наш Эрик Зарипов, да? Перечислять не перечислить. Тут много таких, в общем-то, интересных и знаковых фигур, которые внесли вклад в развитие башкирской культуры, государственности. И современные такие, как сейчас говорят, лидеры общественного мнения или, значит, просто известные такие персоны, спортсмены и так далее. Спасибо. Я напомню, это была программа «История башкирских родов». У микрофона были Максим Курников и Салават Хамидуллин, руководитель автономной некоммерческой организации «Шишире». До свидания.